Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Министерство финансов Республики в мае-июне текущего года представило в Госсобрании Ултумен законопроект об исполнении государственного бюджета региона на 2025 год. Подробнее об исполнении бюджета республики мы сегодня поговорим. Наш гость студии Иван Алексеев, исполняющий обязанности министра финансов Республики. Иван Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите основные параметры исполнения бюджета на 2025 год, на что хотели бы обратить внимание. Действительно, мы на прошлой неделе в Государственном собрании Ултумен Республики Саха-Якутия рассмотрели отчет об исполнении бюджета за прошлый 2025 год. Это традиционный отчет, который правительство представляет в законодательное собрание. Соответственно, мы рассмотрели итоги года, и здесь можно сказать, что параметры исполнения бюджета, они отличаются от того бюджета, который мы принимали в конце 2024 года, на 2025 год. И если бюджет мы принимали в размере 332 миллиардов рублей, по факту 2025 года исполнение составило 357 миллиардов рублей. То есть бюджет у нас по итогам года вырос на 25 с лишним миллиардов рублей. И у народных депутатов возникали вопросы, почему мы принимаем один бюджет, а по факту, по исполнению года цифры совсем немного другие. Здесь надо пояснить, мы действительно в прошлом году не делали уточнения бюджета, ни одного уточнения бюджета у нас в 2025 году не было, но здесь есть объективные факторы, такие как мы уточнение бюджета делаем, когда у нас есть дополнительные доходы, либо большие остатки на начало года. В 2025 году этих двух факторов не было, соответственно, уточнение бюджета не произошло. Но если брать вот эти 25 миллиардов рублей, то мы, как я сказал, бюджет принимали в конце ноября, начале декабря 2024 года, а ежегодно мы в конце декабря подписываем, например, с компанией «Русгидро» соглашение по безвозмездным поступлениям. Это касается выравнивания энерготарифов на наши изолированные труднодоступные участки. В 2025 году сумма, которую мы получили, чтобы люди на северах платили электроэнергию меньше, чем действительно экономически обоснованный тариф, 9 миллиардов 700 миллионов рублей. И эти 9 миллиардов 700 мы сумму уже заключили после принятия бюджета. Соответственно, в течение года эти суммы поступили у нас как в доходах, так и в расходах. Соответственно, бюджет увеличился на эту сумму. Плюс к этому в течение года мы получили порядка 3 миллиарда 900, если быть точнее, средства от Фонда развития территорий. Это программа переселения граждан с аварийного жилья. Если брать программу, то с 2019 по 2025 год более 54 тысяч человек переехали с аварийного жилья в новые квартиры. Почти 1 миллион квадратных метров аварийного жилья мы расселили, и 3 миллиарда 900 мы получили в течение 2025 года. А эти средства мы ранее не планировали, это было все на конкурсной основе, соответственно, это была большая работа, которую провело правительство республики. Плюс появился новый механизм. Это казначейские инфраструктурные кредиты. Я считаю, очень удобный механизм. На 15 лет нам дают по ставке 3% годовых. Считаю, в нынешних условиях более чем удобный механизм. Мы их получили более 5 миллиардов, тоже 5 миллиардов 300 в течение 2025 года. Также участвовали в работе с федеральным правительством, доказывали необходимость. Эти средства у нас пошли в основном на модернизацию коммунальной инфраструктуры и на подключение больших комплексных застроек в городе Якутске. 5 миллиардов 400. Плюс все мы знаем, что у нас северные арктические районы, они не подключены к интернету высокой скорости, сидят на спутниковой, скорость, соответственно, ниже, чем в Центральной Якутии. И у нас есть очень хороший проект с энергией Арктики, чтобы все труднодоступные населенные пункты, не только в Арктике, кстати, там еще включаются населенные пункты Татинского, Тампонского, Лёкминского районов, подключатся к оптоволокну. И этот проект стоит 10 миллиардов 800. В декабре 2025 года мы получили 5 миллиардов 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответственно, они также отразились у нас как в доходах, так и в расходах. Ну, соответственно, вы все прекрасно понимаете, если средства поступают в конце года, мы никаким уточнением бюджета это не можем сделать. Законодательно у нас бюджетный кодекс позволяет внести изменения без уточнения закона о государственном бюджете. То есть какие факторы влияют на исполнение в основном? Ну, так как наша экономика больше ориентирована на экспорт, Да. соответственно, большое влияние у нас доходов бюджета, которые поступают в виде налоговых поступлений, это влияние курса доллара, так как по нему исчисляется налог на добычу полезных ископаемых, и мировые цены на сырье.
они в течение 2025 года были достаточно волатильными, и, соответственно, это все сказывалось на поступлении доходов. Но здесь надо отметить, что несмотря на все сложности, налоговые доходы мы в течение 2025 года собрали в объеме 99% от того, что планировали. А если брать консолидированный бюджет, то есть государственный бюджет республики и местные бюджеты, то исполнение 100%. У нас идет неисполнение по неналоговым доходам, но, несмотря на это, мы все равно доходную часть, как я сказал, 99% по налогам исполнили. Иван Иванович, а как правительство оценивает прошедший финансовый год для республики? Ну, если брать 25 год в финансовом плане, он не только для нашей республики, в целом для страны, для всех субъектов. Мы столкнулись с достаточно большими вызовами. Они у нас не первый год. Год был достаточно сложный, как я сказал. Были кассовые разрывы, были риски по неисполнению доходной части. Они были достаточно большие в течение года. Правительство уже с лета прошлого года понимало, какие есть риски. И у нас был разработан сценарный план, мы по нему шли. И, соответственно, мы год, если брать исполнение, то все наши обязательства социальные, это заработная плата, выплаты все, мы их исполнили 100%. У нас приоритет поддержки участников специальной военной операции, членов их семей. Мы также в прошлом году все свои обязательства в этом направлении исполнили. И есть и положительные моменты. Если в 2024 году дефицит бюджета составлял почти 21 миллиард рублей, то в прошлом году мы остановились на дефиците 12 миллиардов рублей. Дефицит был сокращен. И госдолг, если по закону бюджете мы понимали, что верхний предел будет порядка 73 миллиардов рублей, по факту вышло 58,9 миллиардов рублей. То есть на 14,5 миллиардов меньше госдолга, чем мы планировали. А вот один из приоритетов сейчас республики, да, это наращивание собственных доходов районов и работа вот в направлении как раз-таки начата, да, Министерством финансов не в этом и не в прошлом году. Расскажите, пожалуйста, вот подробнее, что именно делается и какие результаты вообще можно отметить на сегодняшний день. Действительно, вот повышение доходов – это задача, которая возникла не в прошлом, не позапрошлом году, но всегда стояла перед республикой. Если вот вспоминать прежние годы, можно вспомнить 2008 год. Тогда было письмо еще президента республики Вячеслава Анатольевича Штурова в адрес налоговой службы, руководителя налоговой службы, что у нас начинается реализация крупных инвестиционных проектов. И, соответственно, надо работать над тем, чтобы те предприятия, которые работают на территории республики, вставали на налоговый учет у нас и платили налоги, соответственно, в бюджет республики. В 2023 году по персональному поручению главы республики Арсения Сергеевича Николаева эта работа была более актуализирована. Было дано поручение нам, Министерству финансов, Министерству промышленности, и мы начали работать с муниципальными образованиями. Действительно, очень много недропользователей работает на территории республики. И сейчас налоговый учет, он так поставлен, оцифрован, что никаких сложностей постановки на учет, оплаты налогов у них не возникает. Соответственно, просто надо с ними работать, выходить с ними на контакт, садиться за стол переговоров. И здесь очень большая инициатива должна исходить от наших коллег с муниципальных образований. Есть очень хорошие примеры, я могу привести Мирнинский, Ленские районы, Алданский район, они очень хорошо работают. Есть заместители глав, которые сами ездят по территории, выявляют, кто у них работает, обращаются к нам, и мы через налоговую службу проверяем, стоят ли они на учете, платят ли они налоги, сколько платят, какие у них объемы деятельности. И, соответственно, вот эта работа только за 2024-2025 год принесла в консолидированный бюджет республики более 2 миллиардов рублей. То есть те предприятия, которые работали на территории республики, но при этом по каким-то причинам не вставали на учет, они встали на учет, соответственно, начали платить налоги в наши и местные бюджеты. А вот один из способов еще для районов – это получить дополнительные средства из госбюджета. Да? Вот это участие в программе поддержки местных инициатив, которая в этом году исполняется как раз-таки 10 лет. Вот. И, полагаю, уже вот можно говорить о итогах, да, реализации самой программы. Поделитесь, пожалуйста, основными фактами и напомните, какие условия для участников, какую сумму они могут получить. Да, действительно, программа поддержки местных инициатив, как жители называют ППМИ, она с 2017 года работает на территории нашей республики. 10 лет отмечаем, действительно. Уже почти 3000 проектов реализовали. Наверное, нет ни одного населенного пункта, где хотя бы один проект не был бы реализован. Все главы, жители очень хорошо знают этот проект. Все вот эти 3000 проектов, если оцифровать, это порядка 6,5
и 3 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда 400 миллионов рублей – это средства государственного бюджета. То есть на 1 рубль, который мы дали с государственного бюджета, мы привлекли где-то 40-41 копейку с местных и внебюджетных источников. Программа работает хорошо, она, как говорится, зашла. И можно отметить, что есть определенные успехи, как на федеральном уровне, даже на международном уровне. В 2018 году мы выигрывали международный приз в Барселоне. Единственный субъект Российской Федерации, кстати, инициативное бюджетирование реализуется практически во всех субъектах. Единственный приз на международном уровне – это приз Республики Саха-Якутия. 2018 год в Барселоне. А на федеральном уровне также нас неоднократно отмечают. Люди очень активно. Здесь надо отметить, что жители республики очень активно участвуют и ежегодно на предварительных голосованиях, на итоговых голосованиях принимают участие где-то половины жителей республики. Проект хороший, при этом мы, если раньше обращали внимание больше на благоустройство территории, да, на внешний вид населенных пунктов, то начали уже работать по школьному инициативному бюджетированию, когда дети, учащиеся школ, уже предлагают свои проекты, да, защищают их. Мы его пробовали как пилот в городе Якутске, потом в ряде районов, а с прошлого года уже на территории всей республики. После школьного мы уже начали направление студенческого инициативного бюджетирования, то есть поднялись на одну ступеньку выше. А с прошлого года еще у нас идут проекты в области развития массового спорта и физической культуры, чтобы проводить массовые мероприятия. И если в прошлом году было несколько таких проектов, то в этом году уже 32 проекта. То есть население тоже активно участвует, предлагает свои идеи. И мы хотим еще расширить возможности, чтобы программа поддержки местных инициатив со следующего года работала в области мероприятий по повышению финансовой грамотности и финансовой культуры, что тоже очень актуально в нынешние времена, когда мы понимаем, что финансовая безопасность жителей республики актуальна, да, когда есть очень много примеров дистанционного мошенничества. Надо это все рассказывать, пояснять, и люди должны грамотно распоряжаться своими сбережениями. Ну, давайте напомним, какие условия нужны для этого и какая-нибудь предел суммы есть или нет? Да, у нас муниципальные образования могут рассчитывать до 2 миллионов рублей субсидию. В Арктике мы подняли с прошлого года до 2,5 миллионов рублей, потому что понимаем, что в Арктике цены другие, логистика транспортная другая. И в городе Якутске до 3 миллионов на один проект. То есть условия какие-то особенные есть или каждый желающий? Нет, условия они, конечно, есть. Порядок определен, и жители прекрасно их знают. Единственное, что мы каждый год что-то добавляем, донастраиваем наш порядок, чтобы он был более удобный. Вот какие рекомендации вы, как руководитель Минфина, можете дать районам республики по дальнейшему за развитию в современных условиях? Ну, современные условия, современные вызовы, они ставят перед нами совсем другие задачи. И неспроста есть поручение руководства страны всем субъектам в этом году разработать или актуализировать, у кого есть программы оздоровления государственных финансов. Здесь я хочу подчеркнуть слово именно оздоровление, потому что устойчивая бюджетная система, устойчивые финансы – это основа для того, чтобы страна развивалась. И оздоровление, оно понимается именно в первом плане, что это повышение собственных доходов. Второе – это эффективность действующих расходов. То есть, имея те же средства, мы должны более эффективно ими распоряжаться. Я хотел бы отметить, что есть определенная рекомендация главам муниципальных образований заняться оздоровлением своих муниципальных финансов. Эта задача стала как никогда актуальной – работать над собственными доходами и повышать эффективность местных бюджетов, местных расходов. Спасибо, Иван Иванович, что сегодня к нам пришли. Надеюсь, реализованных проектов в будущем станет еще больше. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.